В августе 2009 года, когда следователи прибыли на место обнаружения обгоревшего джипа Lexus, они нашли нечто, чего не должно было существовать в официальных протоколах. Медицинский эксперт, проводивший первичный осмотр тела Медета Садыркулова, сделал пометку красным маркером на полях своего блокнота. Пометку, которая исчезла из финального отчета. В этой записи говорилось о двух отсутствующих частях тела, которые были отделены не в результате пожара, а до него, с хирургической точностью. Когда через 3 дня семье передали тело для захоронения, родственники заметили странные швы на местах, где не должно было быть никаких повреждений от огня. Эксперт, сделавший ту красную пометку, уволился через неделю и уехал из Киргизии, отказавшись давать какие-либо комментарии. Его блокнот с оригинальными записями исчез из архива прокуратуры в ту же ночь, когда было объявлено о закрытии дела. Что именно видел этот человек на теле Садыркулова? Почему его записи стали настолько опасными, что их пришлось уничтожить? И самое главное, куда делись те части тела, о которых он написал красным маркером? И кому они были нужны в качестве доказательства? Или, что еще страшнее, в качестве трофея? История Медета Садыркулова — это не просто политическое убийство. Это послание, написанное кровью и огнем. Человек, который когда-то был правой рукой президента Курманбека Бакиева, который знал все секреты семьи, который присутствовал на закрытых встречах, где решались судьбы страны и распределялись миллионы долларов из государственного бюджета, превратился в самую опасную угрозу для режима. Садыркулов не просто ушел из команды. Он забрал с собой знания, которые могли разрушить всю систему власти клана Бакиевых. Он знал о тайных счетах, о договоренностях с криминальными авторитетами, о том, как младший брат президента, когда Садыркулов начал намекать журналистам, что готов говорить, что у него есть документы, которые он спрятал в надежном месте, его судьба была решена. Но те, кто отдавал приказ, хотели не просто убрать свидетеля, они хотели показать пример всем остальным, кто думал о предательстве. 8 августа 2009 года Медет Садыркулов выехал из Бишкека в сторону Иссык-Кульской области вместе со своим помощником и водителем. Официальная версия гласила, что их автомобиль съехал с дороги, перевернулся и загорелся. Но свидетели, которые первыми прибыли на место происшествия, рассказывали совсем другую историю. Историю, которую власти отказывались слушать. Местный пастух, пасший овец неподалеку, утверждал, что видел 2 черных внедорожника, которые блокировали дорогу перед Лексусом Садыркулова. Он слышал выстрелы, видел, как из машины вытащили людей, а затем подожгли автомобиль уже с телами внутри. Когда этого пастуха вызвали на допрос, он внезапно изменил свои показания, заявив, что ничего не видел и не слышал, что просто перепутал дни. Его семья получила крупную сумму денег и переехала в другой регион страны через месяц после трагедии. Другие свидетели либо молчали, либо исчезали, не оставляя следов. Следствие было закрыто с невероятной скоростью. Всего за 2 недели, что для дела такого масштаба было абсолютно беспрецедентным. Прокурор, ведущий расследование, публично заявил, что это была трагическая авария, вызванная превышением скорости и потерей управления. Никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было, говорилось в официальном заключении. Но в кулуарах власти, в закрытых кабинетах, где собирались те, кто действительно управлял страной, ходили совсем другие разговоры. Говорили о том, что Жаныш Бакиев лично контролировал операцию по устранению Садыркулова. Говорили о том, что он хотел не просто смерти предателя, но и символического акта возмездия. Чего-то, что запомнится и заставит других молчать. В криминальном мире Киргизии существовала традиция отправлять послания врагам. Части тела убитых, отрезанные уши или пальцы, которые доставлялись родственникам или союзникам жертвы как предупреждение. Эта практика пришла из тюремной культуры, где такие подарки означали окончательный разрыв и объявление кровной вражды. Жаныш Бакиев, который вырос в этой среде, который поддерживал тесные связи с криминальными авторитетами и использовал их методы в политике, прекрасно понимал силу таких символов. Источники в правоохранительных органах, которые согласились говорить только на условиях полной анонимности, утверждали, что после смерти Садыркулова
Несколько человек из его ближайшего окружения получили странные посылки. В этих посылках не было записок, не было угроз, только небольшие предметы, завернутые в черную ткань, которые получатели отказывались описывать даже своим адвокатам. Семья Садаркулова до сих пор живет с этой тайной. Когда им передали тело для захоронения, они заметили несоответствия, которые не укладывались в официальную версию о пожаре. Ожоги были неравномерными. Некоторые части тела выглядели так, будто их обрабатывали уже после смерти. Родственники настаивали на независимой экспертизе, но им отказали, ссылаясь на то, что дело закрыто, и повторное вскрытие невозможно по религиозным соображениям. Когда они попытались обратиться к международным правозащитным организациям, их начали запугивать. Неизвестные люди следили за домом, звонили по ночам и молча вешали трубку. Машины семьи подвергались актам вандализма. Адвокат, который согласился представлять интересы семьи, получил анонимное письмо с фотографиями своих детей, сделанными возле школы. Он отказался от дела на следующий день. Власти делали все возможное, чтобы похоронить эту историю вместе с телом Садаркулова, чтобы никто никогда не узнал правду о том, что произошло на той дороге, и что случилось с телом до того, как его нашли следователи. Но правда имеет свойство просачиваться сквозь стены молчания. В 2010 году, когда режим Бакиевых пал под натиском народного восстания, когда толпы людей штурмовали правительственные здания и жгли резиденции клана, в архивах Службы национальной безопасности были обнаружены документы, которые проливали новый свет на дело Садаркулова. Среди этих документов была внутренняя переписка между высокопоставленными офицерами спецслужб, в которой обсуждались детали операции по нейтрализации объекта Садаркулов. В одном из писем, датированном 7 августа 2009 года, за день до убийства, содержалась фраза, которая заставила кровь стыть в жилах у тех, кто ее прочитал. Жаныш требует доказательств выполнения. Стандартный пакет плюс специальные метки для идентификации. Что означали эти специальные метки? Что входило в стандартный пакет доказательств? И кому именно Жаныш Бакиев хотел продемонстрировать эти доказательства? Своим союзникам? Своим врагам? Или, может быть, своему старшему брату-президенту, чтобы показать, насколько далеко он готов зайти ради защиты семейных интересов? Медет Садаркулов не был святым. Он сам был частью системы, которая грабила страну и подавляла инакомыслие. Когда он работал в администрации президента, он закрывал глаза на коррупцию. Он подписывал документы, которые передавали государственные активы в частные руки. Он присутствовал на встречах, где обсуждались способы устрашения оппозиции. Но даже в этой системе существовали негласные правила, границы, которые не приходили. Садаркулов видел, как эти границы стирались, как Жаныш Бакиев превращал государственный аппарат в личную мафиозную структуру, где любое несогласие каралось не отставкой или арестом, а физическим устранением. Он видел, как исчезали люди, как их находили мертвыми при загадочных обстоятельствах, как их семьи получали угрозы и вынуждены были бежать из страны. Когда Садаркулов понял, что сам может стать следующей жертвой, он попытался создать себе страховку. Собрал компромат на клан Бакиевых, записал разговоры, скопировал финансовые документы. Он думал, что это защитит его, что страх разоблачения заставит их оставить его в покое. Он ошибался. Для Жаныша Бакиева существование такого компромата было не сдерживающим фактором, а дополнительной причиной для немедленного устранения угрозы. В последние недели своей жизни Садаркулов вел себя как человек, который знает, что за ним охотятся. Он менял маршруты, избегал публичных мест, перестал пользоваться мобильным телефоном, который был зарегистрирован на его имя. Он встречался с журналистами в конспиративных квартирах, передавал им копии документов через посредников, просил не публиковать материалы до определенного момента. Он говорил своим близким, что если с ним что-то случится, они должны знать, куда обращаться и где искать оставшиеся доказательства. Но он недооценил скорость и жестокость реакции режима. Когда спецслужбы узнали, что Садаркулов планирует покинуть страну и дать большое интервью зарубежным СМИ, решение было принято в течение нескольких часов. Операция по его устранению была спланирована и проведена с военной точностью. Перехват на дороге, быстрая нейтрализация, уничтожение улик.
Но кто-то в этой цепочке команд добавил дополнительный элемент, который не был частью стандартного протокола спецопераций. Кто-то решил, что простого убийства недостаточно, что нужно послание, которое будет понятно всем, кто думает о предательстве. Для первого раза за 35 лет человек, который был непосредственным свидетелем событий тех дней, согласился говорить перед камерой. Этот человек работал в структуре, которая обеспечивала безопасность высших должностных лиц государства, и он видел документы, которые никогда не должны были стать достоянием общественности. Он видел фотографии с места происшествия. Не те, что были опубликованы в прессе, а служебные снимки, сделанные для внутреннего использования. На этих фотографиях были видны детали, которые противоречили официальной версии о дорожной аварии. Он видел медицинские заключения, которые были составлены до того, как их переписали и исправили под нужную версию. Он слышал разговоры между офицерами, которые обсуждали, как зачистить место происшествия и убрать все, что могло указывать на организованное убийство. Этот человек хранил молчание 3,5 десятилетия, потому что боялся за свою жизнь и жизнь своей семьи. Но теперь, когда большинство участников тех событий либо мертвы, либо находятся в изгнании, когда сам Жаныш Бакиев скрывается от правосудия в Великобритании, этот свидетель решил, что пришло время рассказать правду. То, что он расскажет в этом документальном фильме, перевернет все представления о деле Садыркулова и покажет истинное лицо режима, который правил Киргизией в те кровавые годы. Жаныш Бакиев был не просто младшим братом президента. Он был теневым правителем страны, человеком, который контролировал силовые структуры, распределял государственные контракты среди своих людей и устранял тех, кто становился помехой. В отличие от своего старшего брата Курманбека, который пытался сохранять видимость демократического лидера, Жаныш не скрывал своих методов. Он открыто общался с криминальными авторитетами, посещал их свадьбы и похороны, решал споры между конкурирующими группировками. Для него государство было бизнесом, а бизнес требовал жестких методов управления. Когда кто-то из чиновников пытался противостоять его решениям, или, что еще хуже, начинал собирать информацию о его незаконной деятельности, Жаныш действовал быстро и безжалостно. Его люди были везде — в полиции, в прокуратуре, в спецслужбах, в судах. Он создал параллельную систему власти, которая работала по законам криминального мира, где предательство каралось смертью, а лояльность вознаграждалась доступом к государственным ресурсам. Садыркулов был частью этой системы, пока не решил, что хочет выйти из игры. Но из игры Жаныша Бакиева не выходили живыми. Существует одна деталь в истории убийства Садыркулова, о которой почти никто не знает, но которая объясняет многое. За неделю до трагедии на Иссык-Куле в Бишкеке произошла закрытая встреча между Жанышем Бакиевым и группой высокопоставленных офицеров спецслужб. Эта встреча не была зафиксирована ни в каких официальных протоколах. Участники прибывали по одному, через разные входы, и встречались в частной резиденции, которая не значилась в списках государственной собственности. На этой встрече обсуждался вопрос Садыркулова. Так его называли в закрытых разговорах, избегая произносить имя вслух, как будто само упоминание могло привлечь нежелательное внимание. Жаныш был в ярости. Он узнал, что Садыркулов встречался с представителями западных посольств, что он передал копии финансовых документов журналистам, что он планирует покинуть страну в ближайшие дни. Но больше всего Жаныша бесило то, что Садыркулов, по слухам, записал на диктофон несколько их частных разговоров. Разговоров, в которых обсуждались вещи, способные отправить обоих братьев Бакиевых в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Жаныш требовал немедленных действий. Он требовал не просто устранения проблемы, но и возврата всех материалов, которые Садыркулов мог спрятать. И он требовал доказательств того, что работа выполнена, доказательств, которые нельзя было подделать или сфабриковать. Что происходит с человеком, когда он понимает, что его бывший союзник, человек, которому он доверял, которого он считал почти членом семьи, превратился в смертельную угрозу? Жаныш Бакиев не был сентиментальным человеком. Для него предательство было не личной обидой, а деловой проблемой, требующей решения. Но в случае с Садыркуловым присутствовал элемент личной мести. Садыркулов знал слишком много. Он знал о тайных счетах в зарубежных банках, о схемах отмывания денег через государственные предприятия,
о договоренностях с наркоторговцами, которые использовали территорию Киргизии для транзита героина из Афганистана. Он знал, сколько денег клан Бакиевых вывез из страны, пока народ жил в нищете. Он знал имена тех, кто был убит по приказу жены Ша, и обстоятельства их смерти. Эти знания делали Садыркулова ходячей бомбой замедленного действия. И Жаныш решил не просто обезвредить эту бомбу, но и показать всем остальным, что случается с теми, кто решает говорить. Он хотел, чтобы смерть Садыркулова стала легендой, историей, которую будут пересказывать шепотом в коридорах власти, предупреждением для всех, кто думает о том, чтобы нарушить омерту клана Бакиевых. Представьте себе человека, который 3,5 десятилетия хранил тайну настолько страшную, что каждую ночь просыпался в холодном поту, боясь, что кто-то узнает о том, что он видел. Этот человек работал в морге городской больницы Бишкека в августе 2009 года, когда туда привезли обгоревшие тела из того самого джипа Lexus. Его звали Асан, ему было 32 года, и он был обычным санитаром, который помогал патологоанатомам готовить тела к вскрытию. В ту ночь, когда привезли Садыркулова, в морге царила странная атмосфера. Все лишние сотрудники были отправлены домой, дежурили только 2 врачей и он. Асан вспоминает, как главный патологоанатом, пожилой врач с 30-летним стажем, побледнел, когда начал осматривать тело. Врач попросил Асана выйти из помещения под предлогом того, что нужно принести дополнительные инструменты, но Асан задержался у двери и слышал, как второй врач, молодая женщина, вскрикнула и сказала: «Это же не от огня. Это сделали до того, как подожгли машину». Главный врач резко оборвал ее. «Молчи, мы ничего не видели. Пиши то, что я скажу, и только то». Когда Асан вернулся в помещение, оба врача выглядели так, будто увидели призрака. На столе лежало тело, накрытое простыней. Но Асан успел заметить то, что врачи пытались скрыть. На руке покойного не хватало 2 пальцев. Причем срезы были слишком ровными для ожогов. А на месте правого уха была аккуратная рана, которая явно была нанесена острым инструментом, а не образовалась в результате пожара. Асан хранил молчание 35 лет. Сменил 3 города, работал под чужим именем, потому что через неделю после той ночи к нему домой пришли люди в штатском и сказали одну фразу: «Ты ничего не видел, если хочешь, чтобы твои дети выросли». Сегодня, впервые, Асан решил рассказать правду. Почему он решился говорить сейчас? Что изменилось за эти годы? И самое главное, что еще он видел в ту ночь, о чем не решался говорить даже самым близким людям? Медицинские документы — это то, что труднее всего подделать, когда речь идет о криминальном расследовании. Каждая рана, каждый перелом, каждый ожог оставляет специфические следы, которые опытный патологоанатом может прочитать как открытую книгу. Официальное заключение о смерти Медета Садыркулова гласило: смерть наступила в результате термических ожогов и отравления угарным газом при пожаре в автомобиле. Но те, кто видел первоначальные записи патологоанатома, знают, что там была совсем другая информация. В черновых заметках, которые врач делал во время осмотра тела, значилось: множественные резаные раны на кистях рук, характерные для защитных действий. Отсутствие 2 фаланг указательного и среднего пальцев правой руки. Срезы ровные, выполнены острым инструментом, предположительно до наступления смерти. Частичное отсутствие ушной раковины. Рана нанесена режущим предметом, края ровные, кровотечение присутствовало. Эти записи исчезли из официального дела в течение 24 часов. Врач, который их составил, получил повышение и перевод в другой город через месяц. Его молодая коллега, которая ассистировала при вскрытии, уволилась из медицины и уехала в Россию, где работает продавцом в магазине одежды, отказываясь обсуждать свое медицинское прошлое. Санитар Асан исчез из Бишкека и объявился только через 5 лет в маленьком городке на юге страны, где никто не знал о его прежней работе. Все 3 получили одно и то же послание: забудьте то, что видели, или ваши семьи заплатят цену за вашу память. Но существует еще один человек, который знает правду о теле Садыркулова. Человек, который никогда не работал в морге и не был медиком. Это водитель катафалка, который перевозил тело из морга в дом семьи для прощания и похорон. Его зовут Бакыт. Ему сейчас 68 лет,
и он всю жизнь проработал в похоронной службе Бишкека. Бакыт видел тысячи тел за свою карьеру. Жертв аварий, убийств, самоубийств, болезней. Он научился не задавать вопросов и не обращать внимания на странности, потому что в его профессии любопытство могло стоить работы или даже жизни. Но случай с Садыркуловым был особенным. Когда Бакыту передали тело для транспортировки, ему строго запретили открывать гроб или позволять кому-либо смотреть на покойного до прибытия в дом семьи. 2 человека в штатском сопровождали катафалк всю дорогу, сидя в машине позади. Когда Бакыт прибыл к дому Садыркуловых, там уже ждала группа людей, которые быстро внесли гроб в дом и закрыли крышку. Семье было сказано, что тело сильно обгорело, и его нельзя показывать из уважения к памяти покойного и по религиозным соображениям. Но мать Садыркулова, пожилая женщина, которая родила и вырастила этого человека, настояла на том, чтобы увидеть сына в последний раз. Когда крышку гроба приподняли, она упала в обморок. Родственники, которые находились рядом, говорят, что она успела увидеть лицо сына и его руки. И то, что она увидела, заставило ее кричать так, что крик был слышен на всей улице. После похорон мать Садыркулова прожила еще 2 года, но никогда больше не говорила о том, что увидела в гробу. Она умерла от сердечного приступа, унеся эту тайну с собой в могилу. Криминальная традиция отправлять части тела убитых врагов как послание имеет долгую и мрачную историю в постсоветском пространстве. Эта практика пришла из тюремной культуры, где отрезанные пальцы или уши означали не просто месть, но и символическое лишение человека его статуса и достоинства. В воровском мире существовало понятие «метки позора», когда вору в законе, нарушившему воровские понятия, отрезали татуировки вместе с кожей, чтобы лишить его символов власти. Жаныш Бакиев вырос в среде, где эти традиции были частью повседневной реальности. Его связи с криминальным миром не были секретом. Он открыто встречался с авторитетами, решал их споры, использовал их людей для своих целей. Когда он пришел к власти вместе со своим братом, он принес эти методы в государственное управление. Для него не существовало разницы между политическим противником и конкурентом в криминальном бизнесе. И те, и другие должны были либо подчиниться, либо исчезнуть. Но Садыркулов был особым случаем. Он не был просто противником. Он был предателем. Человеком из внутреннего круга, который решил нарушить омерту. Для таких предателей в криминальном мире существовало особое наказание. Их не просто убивали, их унижали, лишали человеческого достоинства даже после смерти. Отрезанные части тела были не просто трофеями, они были доказательством того, что предатель получил то, что заслужил, и предупреждением для всех остальных. Существует свидетельство, которое никогда не было официально зафиксировано, но которое передается из уст в уста среди тех, кто был близок к событиям августа 2009 года. Через 3 дня после похорон Садыркулова один из его бывших коллег, человек, который тоже работал в администрации президента и тоже начал сомневаться в правильности своего выбора, получил посылку. Посылка пришла обычной почтой без обратного адреса в простой коричневой коробке. Внутри не было никакой записки, никакого объяснения, только небольшой предмет, завернутый в черную ткань. Этот человек, назовем его Эрлан, до сих пор отказывается описывать, что именно было в той посылке. Но после ее получения он уволился с работы в тот же день, продал квартиру и уехал из Киргизии вместе с семьей. Он живет сейчас в Казахстане под другим именем и категорически отказывается давать интервью или комментарии о своем прошлом. Но его жена, которая была рядом, когда он открыл ту посылку, однажды сказала своей сестре: «Я видела, как мой муж, сильный мужчина, который прошел армию и никогда не боялся ничего, упал на колени и заплакал, как ребенок. Что бы ни было в той коробке, это сломало его». Эрлан не был единственным, кто получил такую посылку. По меньшей мере, еще 2 бывших сотрудников администрации получили аналогичные «подарки» в течение недели после смерти Садыркулова. Все они покинули страну, все они отказываются говорить о том, что видели. Но их молчание говорит громче любых слов. Жаныш Бакиев понимал психологию страха лучше, чем любой профессиональный психолог. Он знал, что самый эффективный способ контролировать людей — это не просто угрожать им, а показать, что угрозы реальны,
что они выполняются, что никто не защищен. Смерть Садыркулова была не просто устранением неудобного свидетеля. Это был спектакль, тщательно срежиссированный акт устрашения, который должен был донести послание до всех, кто работал в системе власти. Послание было простым. Вы можете быть сколь угодно близки к президенту. Вы можете знать все секреты. Вы можете думать, что вы незаменимы. Но если вы решите говорить, если вы решите предать семью, ваша судьба будет такой же, как у Садыркулова. И не просто смерть, унизительная, мучительная смерть, после которой даже ваше тело не будет принадлежать вам. Жаныш хотел, чтобы люди боялись не просто умереть, но и того, что случится с ними после смерти. Как их будут помнить, что увидят их близкие. Это был терроризм в чистом виде. Использование крайнего насилия для достижения политических целей через распространение страха. И это работало. После смерти Садыркулова количество утечек информации из администрации президента сократилось до нуля. Люди, которые раньше тайно встречались с журналистами или представителями оппозиции, внезапно замолчали. Даже те, кто уже покинул страну и находился в относительной безопасности за границей, отказывались давать интервью или публиковать мемуары. Страх, который посеял Жаныш Бакиев, оказался сильнее любых гарантий безопасности. Но у страха есть одно свойство — он не может длиться вечно. Рано или поздно люди начинают говорить, особенно когда те, кого они боялись, теряют власть. В апреле 2010 года, всего через 8 месяцев после убийства Садыркулова, режим Бакиевых рухнул под натиском народного восстания. Курманбек Бакиев бежал из страны, Жаныш скрылся, а затем тоже покинул Киргизию, найдя убежище в Великобритании, которая отказалась выдавать его киргизским властям. Когда толпы людей штурмовали правительственные здания и резиденции клана, они находили документы, которые проливали свет на масштабы коррупции и преступлений режима. Среди этих документов были и материалы, связанные с делом Садыркулова, внутренняя переписка спецслужб, финансовые отчеты о выплатах исполнителям операции, даже фотографии, которые никогда не должны были стать достоянием общественности. Новое правительство создало специальную комиссию для расследования преступлений режима Бакиевых, и дело Садыркулова было одним из приоритетных. Но даже после падения режима многие свидетели отказывались говорить. Страх, который был посеян в августе 2009 года, продолжал жить в сердцах людей. Они видели, что Жаныш Бакиев на свободе, что он живет в комфорте в Лондоне, что у него все еще есть деньги и связи. Они боялись, что его длинная рука может дотянуться до них даже из-за границы. И эти страхи не были беспочвенными. В 2011 году, через год после падения режима, в Москве был убит киргизский бизнесмен, который согласился дать показания против Жаныша Бакиева. Его нашли мертвым в гостиничном номере. Официальная версия гласила о сердечном приступе, но родственники настаивали на том, что это было убийство. В 2013 году в Стамбуле, при загадочных обстоятельствах, погиб бывший офицер Киргизской службы безопасности, который обещал рассказать правду о спецоперациях режима Бакиевых. Его машина взорвалась на парковке торгового центра. Турецкая полиция назвала это терактом, но так и не нашла исполнителей. В 2015 году в Алматы исчез журналист, который работал над расследованием о финансовых схемах клана Бакиевых. Его тело так и не было найдено. Все эти случаи могли быть совпадениями, но для тех, кто знал правду о Садыркулове, они были ясным посланием. Жаныш Бакиев все еще помнит, все еще наблюдает, все еще способен достать любого, кто решит говорить. Это послание работало. Большинство свидетелей продолжали молчать, даже когда им гарантировали защиту, даже когда им предлагали деньги за информацию. Они видели, что случилось с теми, кто решил говорить, и они не хотели повторять их судьбу. Медицинская экспертиза тела — это наука, которая не прощает ошибок и не позволяет скрывать правду надолго. Каждая рана рассказывает историю о том, как она была нанесена, когда, каким инструментом. Ожоги имеют свои характеристики — температура, продолжительность воздействия, наличие или отсутствие дыма в легких. Опытный патологоанатом может определить, был ли человек жив, когда начался пожар, или его тело подожгли уже после смерти. В случае с Садыркуловым все указывало на то, что он умер до пожара.
В его легких не было обнаружено копоти, что означало, что он не дышал, когда машина горела. Ожоги на теле были неравномерными. Некоторые части тела были обожжены сильнее, другие почти не пострадали, что не характерно для пожара в замкнутом пространстве автомобиля. Но самым важным доказательством были те самые раны, о которых говорил санитар Асан. Отсутствующие пальцы и часть уха. Эти раны были нанесены острым инструментом, возможно, ножом или медицинским скальпелем. И они были нанесены до смерти, потому что на месте срезов были следы кровотечения. Человек, который это сделал, знал, что делает. Срезы были аккуратными, профессиональными, как будто их выполнял хирург или мясник. Это не было актом спонтанной жестокости. Это было запланированное действие, часть ритуала, который имел определенное значение для тех, кто его совершал. Почему именно пальцы и ухо? В криминальной символике каждая часть тела имеет свое значение. Пальцы — это инструмент действия, способность что-то делать, создавать, писать. Отрезать пальцы означает лишить человека способности действовать, символически сделать его беспомощным. В воровском мире отрезанные пальцы также означали, что человек настучал, использовал свои руки, чтобы писать доносы или передавать информацию врагам. Ухо — это орган слуха, символ того, что человек слышал то, что не должен был слышать, или слушал не тех людей. Отрезать ухо означало наказать за то, что человек слушал врагов или передавал услышанное не тем людям. В случае с Садыркуловым эта символика была особенно уместной. Он действительно слушал разговоры, которые не предназначались для посторонних ушей. Он записывал их. Он передавал информацию журналистам и оппозиции. Он использовал свои руки, чтобы копировать документы, писать записки, передавать компромат. Отрезав ему пальцы и ухо, убийцы не просто калечили тело. Он посылали послание всем, кто понимал этот язык. Послание было ясным. Вот что случается с теми, кто слушает не то и делает не то. Вот цена предательства в мире Жаныша Бакиева. Семья Садыркулова до сих пор ждет справедливости. Его вдова, его дети, его братья и сестры — все они знают, что официальная версия дорожной аварии была ложью. Они видели тело. Они знают, что с ним сделали. Но они также знают, что правосудие в Киргизии — это сложная и опасная вещь. Особенно, когда речь идет о преступлениях, совершенных людьми, которые все еще имеют власть и деньги. Жаныш Бакиев живет в Лондоне в комфортабельном доме под защитой британских законов, которые не позволяют экстрадировать его в Киргизию. Он дает интервью, в которых отрицает все обвинения, называет их политически мотивированными, утверждает, что он жертва режима, который пришел на смену его брату. Он живет спокойной жизнью, в то время как семья Садыркулова живет с болью и вопросами, на которые никто не дает ответов. Они пытались обращаться в международные суды, к правозащитным организациям, к журналистам. Некоторые слушали их историю с сочувствием, но никто не мог помочь им добиться реального расследования и наказания виновных. Киргизские власти открывали и закрывали дело несколько раз, каждый раз приходя к выводу, что недостаточно доказательств для возбуждения уголовного дела против конкретных лиц. Свидетели молчали, документы исчезали, а те немногие материалы, которые сохранились, были недостаточны для суда. Но правда имеет свойство всплывать на поверхность, как бы глубоко ее ни пытались похоронить. В 2021 году, через 12 лет после убийства Садыркулова, в интернете появился анонимный блог, в котором были опубликованы сканы документов из архивов Киргизской службы безопасности. Среди этих документов были материалы, связанные с делом Садыркулова, внутренние приказы, отчеты о проведенной операции, даже фотографии с места происшествия, которые никогда не публиковались официально. Автор блога утверждал, что он бывший сотрудник спецслужб, который больше не может молчать, который хочет, чтобы правда стала известна. Публикация этих материалов вызвала шок в киргизском обществе. Люди увидели доказательства того, о чем раньше только шептались, что смерть Садыркулова была не аварией, а тщательно спланированной операцией по устранению неудобного свидетеля. Власти попытались заблокировать блог, но было уже поздно. Материалы были скопированы и распространены по десяткам других сайтов и социальных сетей. Семья Садыркулова получила новую надежду.
Может быть, наконец, справедливость восторжествует? Может быть, виновные понесут наказание? Но эта надежда оказалась недолгой. Через несколько недель автор блога был идентифицирован киргизскими спецслужбами и арестован по обвинению в разглашении государственной тайны. Его судили в закрытом режиме и приговорили к 15 годам тюрьмы. Блог был удален, а большинство опубликованных документов были объявлены подделками. Сегодня, спустя почти 1,5 десятилетия после той августовской ночи 2009 года, история Медета Садыркулова остается открытой раной в теле киргизского общества. Это история о том, как власть развращает, как страх парализует, как несправедливость может торжествовать десятилетиями. Но это также история о том, что правда не умирает вместе с теми, кто ее знает. Она живет в памяти свидетелей, в документах, которые не удалось уничтожить, в вопросах, которые продолжают задавать родственники жертв. Санитар Асан, который видел тело в морге, решил говорить не потому, что перестал бояться, а потому что понял, что молчание делает его соучастником преступления. Водитель катафалка Бакыт, который перевозил тело, хранит свои воспоминания, надеясь, что когда-нибудь сможет рассказать их в суде. Бывший коллега Садыркулова Эрлан, который получил ту страшную посылку, до сих пор просыпается по ночам в холодном поту. Но он знает, что рано или поздно ему придется рассказать свою историю. Все эти люди несут бремя знания, и это бремя становится тяжелее с каждым годом. Они видели зло в его самой чистой форме. Они знают, на что способны люди, опьяненные властью и безнаказанностью. И они знают, что пока Жаныш Бакиев остается на свободе, пока он живет комфортной жизнью в Лондоне, справедливость остается недостижимой мечтой. Что вы чувствуете, когда узнаете, что человек, ответственный за такие преступления, живет в одной из самых цивилизованных стран мира, под защитой законов, которые должны защищать невинных, а не укрывать преступников? Как вы думаете, почему британские власти отказываются выдать Жаныша Бакиева, несмотря на многочисленные запросы киргизского правительства и доказательства его причастности к убийствам и коррупции? Может быть, у него есть информация, которая ценна для западных спецслужб? Может быть, он вложил достаточно денег в британскую экономику, чтобы купить себе защиту? Или просто международная система правосудия настолько несовершенна, что позволяет диктаторам и их приближенным находить убежище в демократических странах, в то время как их жертвы и их семьи остаются без защиты и справедливости? Вообразите себе комнату без окон, расположенную глубоко под землей, куда не проникает ни один луч солнца, где воздух пропитан запахом сырости и страха. В этой комнате, существование которой не значится ни в одном архитектурном плане Бишкека, в августе 2009 года собралась группа из 12 человек. Те самые люди, которые знали абсолютно все о последних днях Медета Садыркулова. Они не были случайными свидетелями. Они были архитекторами его судьбы, исполнителями приговора, который был вынесен в тишине кабинетов, где решались судьбы тысяч людей. Эта группа имела кодовое название, которое никогда не произносилось вслух в официальных документах. Ее называли просто «12». И каждый из них отвечал за определенный аспект операций, которые режим Бакиевых предпочитал держать в абсолютной тайне. Среди них были офицеры спецслужб высшего ранга, медицинские эксперты, которые умели делать так, чтобы убийства выглядели как несчастные случаи, технические специалисты, способные уничтожить любые электронные следы, и один человек, чья роль была самой зловещей. Он отвечал за то, что в криминальном мире называется «финальными метками». Этот человек, назовем его специалист, имел медицинское образование и многолетний опыт работы в моргах, но его настоящая квалификация заключалась в знании древних криминальных ритуалов, символов власти и унижения, которые передавались из поколения в поколение в тюремной среде. Когда Жаныш Бакиев потребовал не просто устранения Садыркулова, но и правильного послания, именно специалист объяснил, что нужно сделать, какие части тела отделить, как это сделать, чтобы символика была понятна всем, кто должен был ее понять. 12 человек поклялись друг другу хранить тайну до конца своих дней. Они знали, что если хотя бы один из них заговорит, остальные окажутся в смертельной опасности. Но клятвы, данные в подземных комнатах, имеют свойство разрушаться под тяжестью совести и страха.
Сегодня 3 из этих 12 мертвы при загадочных обстоятельствах. 5 живут за границей под чужими именами. 2 находятся в тюрьмах по несвязанным с этим делом обвинениям. И только 2 остались в Киргизии, продолжая жить обычной жизнью, как будто ничего не произошло. Но один из них, человек, который был ответственен за медицинскую часть операции, больше не может спать по ночам. И он готов рассказать то, что видел в ту августовскую ночь, когда тело Садаркулова привезли в секретное место до того, как оно попало в официальный морг. Человеческое тело — это не просто биологическая машина. Это хранилище тайн, которые можно прочитать, если знать, как смотреть. Каждая царапина, каждый синяк, каждое изменение цвета кожи рассказывают историю о последних часах жизни. Специалист, который работал с телом Садаркулова до того, как его увидели официальные патологоанатомы, был мастером своего дела. Он знал, как замаскировать следы пыток под ожоги, как сделать так, чтобы резаные раны выглядели как повреждения от осколков стекла, как удалить улики, которые могли бы указать на истинную причину смерти. Но даже он не мог скрыть всё. Когда тело привезли в ту подземную комнату, Садаркулов был еще жив, хотя и находился в бессознательном состоянии от побоев и, возможно, от какого-то сильнодействующего препарата, который ввели ему, чтобы он не сопротивлялся. Специалист вспоминает, как проверял пульс и обнаружил слабое, но устойчивое сердцебиение. Он вспоминает, как Жаныш Бакиев, который лично присутствовал при этой процедуре, настаивал на том, чтобы метки были нанесены, пока человек еще дышит, потому что только так они будут иметь настоящую силу в глазах тех, кто понимает символику. Специалист пытался возразить, говорил, что это усложнит задачу, что будет больше крови, больше следов, которые придется скрывать. Но Жаныш был непреклонен. Он хотел, чтобы Садаркулов почувствовал это, даже если он находился без сознания. Он хотел, чтобы последнее, что испытает предатель, была боль и унижение. Специалист взял медицинский скальпель, тот самый инструмент, которым хирурги спасают жизни, и использовал его, чтобы отнять у человека части его тела. Он начал с пальцев, указательного и среднего на правой руке, тех самых пальцев, которыми Садаркулов подписывал документы, которыми он нажимал кнопки диктофона, записывая разговоры, которые не предназначались для чужих ушей. Срезы были быстрыми и точными. Кровь текла, но не так обильно, как можно было ожидать, потому что сердце Садаркулова билось уже очень слабо. Затем пришла очередь уха, правого, того, которым он слушал секреты, которые должны были остаться в стенах кабинетов власти. Специалист отрезал ушную раковину одним движением, и в этот момент тело Садаркулова дернулось, как будто где-то в глубине угасающего сознания он почувствовал эту последнюю боль. Отрезанные части тела не были выброшены или уничтожены. Они были тщательно упакованы в стерильные медицинские контейнеры, которые затем поместили в небольшие коробки, обернутые черной тканью. Эти коробки предназначались для конкретных людей, тех, кто, по мнению Жаныша Бакиева, нуждался в напоминании о том, что случается с предателями. Специалист не знал, кому именно были отправлены эти подарки, его задача заключалась только в подготовке материала. Но он слышал разговоры. Он знал, что среди получателей были бывшие коллеги Садаркулова, люди, которые тоже начали проявлять признаки нелояльности, которые задавали слишком много вопросов, которые слишком часто встречались с журналистами. Эти люди должны были получить ясное послание. Вот что ждет вас, если вы продолжите идти по пути Садаркулова. После того, как метки были нанесены, тело обработали специальными химическими веществами, которые ускоряли процесс разложения определенных тканей и маскировали следы хирургического вмешательства. Затем тело поместили обратно в сгоревший автомобиль, который был подготовлен заранее на удаленном участке дороги. Машину подожгли во второй раз, уже с телом внутри, чтобы создать видимость того, что все произошло на месте аварии. Огонь должен был уничтожить большую часть улик, превратить тело в обугленную массу, в которой невозможно было бы различить следы пыток и хирургических манипуляций. Но огонь — это непредсказуемая стихия. Он горит неравномерно, он оставляет островки относительно неповрежденной ткани, и именно эти островки стали проблемой для тех, кто планировал идеальное преступление. Специалист, который согласился говорить сегодня, делает это не из благородных побуждений. Он не стал внезапно героем, борцом за справедливость. Он говорит, потому что боится.
Боится, что его самого устранят, как устранили 3 из 12, которые знали слишком много. Он видел, как один за другим его бывшие коллеги умирали при странных обстоятельствах. Один утонул в реке, хотя был отличным пловцом, другой отравился грибами, хотя никогда не собирал грибы в лесу, третий выпал из окна своей квартиры на 1-м этаже, что физически почти невозможно. Специалист понимает, что он может быть следующим, что кто-то методично зачищает следы той августовской операции, устраняя всех, кто мог бы рассказать правду. Он решил, что его единственный шанс на выживание — это сделать свои знания публичными, потому что мертвый свидетель не представляет угрозы. Но свидетель, который уже рассказал все, что знает, теряет ценность как цель для устранения. Его показания записаны на видео, копии хранятся в нескольких местах. У людей, которым он доверяет, с инструкциями опубликовать материал, если с ним что-то случится. Это его страховка, его последняя надежда на то, что он сможет дожить до того дня, когда Жаныш Бакиев предстанет перед судом. Но он не питает иллюзий. Он знает, что этот день может никогда не наступить, что международная система правосудия слишком медленна и слишком политизирована, чтобы справиться с такими людьми, как Бакиев. Он знает, что его показания могут быть проигнорированы, дискредитированы, объявлены ложью. Человека, который пытается свести счеты или получить деньги за сенсационную историю. Но он все равно говорит, потому что молчание стало для него невыносимым бременем, грузом, который давит на его совесть каждую минуту, каждого дня. Архивы — это память государства, место, где хранятся документы, которые рассказывают правду о том, что происходило за закрытыми дверями. Какие решения принимались, кто отдавал приказы, кто их исполнял. Но архивы также могут быть местом, где правда умирает, где неудобные документы исчезают, где история переписывается в угоду тем, кто находится у власти. В последние дни режима Бакиевых, когда стало ясно, что народное восстание неизбежно, что власть ускользает из рук клана, в архивах Службы национальной безопасности началась лихорадочная работа по уничтожению компрометирующих материалов. Сотрудники работали круглосуточно, сжигая документы в специальных печах, уничтожая жесткие диски с электронными файлами, стирая записи телефонных разговоров и видеонаблюдения. Но даже в этой спешке невозможно было уничтожить всё. Некоторые документы были спрятаны сотрудниками, которые предвидели, что они могут понадобиться в будущем, как страховка или как доказательство их невиновности. Некоторые файлы были скопированы на внешние носители и вынесены из здания людьми, которые уже тогда понимали, что режим обречён, и что им нужно будет доказывать новой власти, что они не были частью самых страшных преступлений. Среди документов, которые сохранились, были материалы, связанные с операцией по устранению Садыркулова. Эти материалы включали в себя не только приказы и отчеты, но и нечто гораздо более зловещее. Детальные инструкции о том, как проводить подобные операции, какие методы использовать, как скрывать следы, как запугивать свидетелей. Эти инструкции были составлены на основе многолетнего опыта спецслужб. Они представляли собой настоящее руководство по политическим убийствам, адаптированное к условиям современной Киргизии. В одном из сохранившихся документов, датированном июлем 2009 года, за месяц до убийства Садыркулова, содержится переписка между высокопоставленными офицерами спецслужб о создании специальной группы для работы с особо опасными объектами. В этой переписке упоминается необходимость привлечения специалистов с медицинским образованием, людей, которые понимают символику и традиции, и технических экспертов, способных обеспечить полное уничтожение электронных следов. Документ подписан человеком, который в то время занимал одну из ключевых должностей в структуре безопасности, и его подпись стоит рядом с грифом «Совершенно секретно» — «Уничтожить после исполнения». Но документ не был уничтожен. Он был спрятан в личном сейфе одного из офицеров, который предусмотрительно сделал копию, понимая, что такие бумаги могут стать его спасением, если режим падёт и начнутся поиски виновных. Этот офицер, назовем его полковник, сейчас живет в России, куда он бежал сразу после апрельских событий 2010 года. Он отказывается возвращаться в Киргизию, опасаясь ареста. Но он согласился передать копии документов через посредников, при условии, что его имя не будет упомянуто публично. Документы, которые он передал,
стали основой для нескольких расследований, проведенных независимыми журналистами и правозащитниками. Но ни одно из этих расследований не привело к реальным судебным процессам, потому что ключевые фигуры, упомянутые в документах, либо находятся за границей, либо занимают достаточно высокие посты, чтобы быть защищенными от преследования. Среди архивных материалов есть один документ, который особенно важен для понимания того, что произошло с телом Садыркулова. Это внутренняя служебная записка, адресованная непосредственно Жанышу Бакиеву, в которой детально описывается план операции по устранению объекта С. Так в документе обозначен Садыркулов. В записке говорится о необходимости применения специальных мер воздействия, которые будут иметь демонстрационный эффект для других потенциальных нарушителей лояльности. Далее в документе перечисляются конкретные действия, которые должны быть предприняты. Изъятие объекта в контролируемых условиях, проведение предварительной обработки в специально оборудованном помещении, нанесение идентификационных меток согласно традиционной символике, последующая инсценировка дорожно-транспортного происшествия с возгоранием. Под идентификационными метками подразумевались именно те увечья, которые были нанесены телу Садыркулова, отрезанные пальцы и ухо. Документ также содержит указание на то, что биологический материал, полученный в результате процедуры, должен быть сохранен для последующего использования в профилактических целях. Это прямое подтверждение того, что отрезанные части тела предназначались для отправки другим людям в качестве предупреждения. В конце документа стоит резолюция, написанная от руки. Согласовано. Исполнить в кратчайшие сроки. Доложить о результатах лично. Почерковедческая экспертиза, проведенная независимыми экспертами, показала, что эта резолюция написана рукой Жаныша Бакиева. Это единственное прямое документальное доказательство его личного участия в планировании убийства Садыркулова. Но даже этот документ не стал основанием для возбуждения международного уголовного дела против Жаныша Бакиева. Британские власти, к которым обращались киргизские правоохранительные органы с просьбой об экстрадиции, заявили, что документ не может быть принят как доказательство, потому что его подлинность не может быть подтверждена независимыми экспертами, имеющими доступ к оригиналу. Оригинал документа находится в Киргизии, в архивах, доступ к которым ограничен. И британская сторона не доверяет киргизским экспертам, подозревая, что документ может быть сфабрикован для политических целей. Это классический пример того, как международная система правосудия оказывается бессильной перед хорошо организованной защитой, которую могут позволить себе богатые и влиятельные преступники. Жаныш Бакиев нанял одну из лучших юридических фирм Лондона, специализирующуюся на делах об экстрадиции. И эта фирма успешно блокирует все попытки киргизских властей добиться его выдачи. Адвокаты Бакиева утверждают, что их клиент не получит справедливого суда в Киргизии, что обвинения против него политически мотивированы, что ему угрожает пытка и бесчеловечное обращение, если он будет возвращен на родину. Они ссылаются на Европейскую конвенцию о правах человека, которая запрещает экстрадицию в страны, где существует риск нарушения прав обвиняемого. Ирония ситуации заключается в том, что человек, который сам организовывал пытки и убийства, теперь прячется за законами, призванными защищать жертв таких преступлений. Архивы также содержат финансовые документы, которые показывают, откуда брались деньги на проведение подобных операций. Специальные операции по устранению неугодных людей финансировались из секретного фонда, который формировался за счет отчислений от нелегальных доходов клана Бакиевых, взяток, откатов от государственных контрактов, доли в наркотрафике. Этот фонд не значился ни в каких официальных бюджетах. Деньги хранились на счетах подставных компаний, зарегистрированных в офшорных зонах. Управлял этим фондом лично Жаныш Бакиев, и только он мог санкционировать крупные расходы. В финансовых документах, которые были обнаружены после падения режима, есть записи о выплатах, сделанных в августе 2009 года, сразу после убийства Садыркулова. Эти выплаты были произведены на счета нескольких физических лиц, чьи имена зашифрованы кодами, но суммы достаточно велики, чтобы предположить, что это были вознаграждения исполнителям операции. Одна из выплат, самая крупная, была сделана на счет, который, как удалось установить, принадлежал человеку с медицинским образованием, работавшему в то время консультантом в одной из государственных клиник Бишкека.
Этот человек исчез из Киргизии через 2 недели после получения денег и с тех пор не появлялся на родине. Его нынешнее местонахождение неизвестно, но есть информация, что он может находиться в одной из стран Юго-Восточной Азии, где живет под чужим именем на деньги, полученные за свою работу в той подземной комнате. Что чувствуют люди, которые хранят такие архивы, которые каждый день работают с документами, описывающими чудовищные преступления? Как они живут с этим знанием? Как они возвращаются домой к своим семьям, зная, что в их сейфах лежат бумаги, которые могли бы отправить десятки людей в тюрьму, но которые остаются мертвым грузом, потому что политическая воля для их использования отсутствует. Один из архивариусов, который работал с материалами дела Садыркулова, рассказывает, что первые несколько месяцев после того, как он получил доступ к этим документам, он не мог спать. Его преследовали кошмары, в которых он видел лица людей, описанных в отчетах, слышал их крики, чувствовал их боль. Он думал об увольнении, о том, чтобы уехать из страны, забыть все, что он видел. Но потом он понял, что кто-то должен хранить эту память, кто-то должен быть свидетелем, даже если справедливость кажется недостижимой. Он продолжает работать, продолжает каталогизировать документы, надеясь, что когда-нибудь они будут использованы по назначению, что когда-нибудь виновные понесут наказание. Эта надежда — все, что у него осталось, и он цепляется за нее, как утопающий за соломинку. Жаныш Бакиев был не просто исполнителем воли своего старшего брата-президента. Он был архитектором системы террора, которая держала в страхе всю страну. Его методы были заимствованы из криминального мира, но применялись с размахом и ресурсами государственной машины. Он создал сеть информаторов, которые докладывали ему о каждом подозрительном разговоре, о каждой встрече оппозиционеров, о каждом журналисте, который задавал неудобные вопросы. Он контролировал силовые структуры через систему личных связей и финансовых стимулов. Офицеры, которые проявляли лояльность, получали доступ к коррупционным схемам, могли обогащаться, прикрываясь служебным положением. Те, кто проявлял признаки независимости или, что еще хуже, совести, быстро оказывались на обочине, теряли должности, а иногда и жизни. Жаныш понимал, что страх — это самое эффективное оружие власти. Но страх должен быть конкретным, осязаемым. Он должен иметь лицо и имя. Садыркулов стал этим лицом, примером того, что случается с предателями. Его смерть была не просто устранением угрозы. Это был спектакль, тщательно срежиссированный акт устрашения, который должен был войти в легенды и передаваться шепотом в коридорах власти. И этот спектакль удался. После августа 2009 года в окружении Бакиевых воцарилась атмосфера абсолютного страха. Никто не осмеливался даже думать о предательстве, не говоря уже о том, чтобы действовать. Но у страха есть предел. Когда люди понимают, что они все равно обречены, что лояльность не гарантирует безопасности, что сегодня ты можешь быть приближенным, а завтра жертвой, страх превращается в отчаяние, а отчаяние порождает бунт. Именно это произошло в апреле 2010 года, когда режим Бакиевых рухнул под натиском народного гнева. Люди, которые годами молчали, которые закрывали глаза на преступления власти, вышли на улицы, потому что поняли, что терять им уже нечего. Среди них были и те, кто знал правду о Садыркулове, кто видел документы, кто слышал разговоры. Когда толпа штурмовала здание Службы национальной безопасности, некоторые сотрудники не пытались защищать архивы. Наоборот, они помогали протестующим находить самые важные документы, указывали, где хранятся материалы по политическим убийствам, по коррупционным схемам. Это была их форма искупления, их попытка очистить совесть, показать, что они не были частью самого страшного, что они просто выполняли приказы, но теперь готовы помочь правде выйти на свет. Конечно, многие из них лгали, многие были по уши замешаны в преступлениях режима, но их помощь в сохранении архивов была неоценимой. Благодаря им удалось спасти тысячи документов, которые в противном случае были бы уничтожены в хаосе тех дней. Сегодня, спустя почти 1,5 десятилетия после убийства Медета Садыркулова, его история продолжает жить в памяти киргизского народа. Она стала символом того, как власть может развратить людей, превратить их в чудовищ, способных на невообразимую жестокость. Но она также стала символом надежды.
Надежда на то, что правда всегда найдет способ выйти на свет, что преступники не смогут вечно скрываться за границами и юридическими уловками, что рано или поздно справедливость восторжествует. Семья Садыркулова продолжает бороться за правду. Они не сдаются, несмотря на все препятствия, несмотря на угрозы и запугивания. Они знают, что их борьба — это не только борьба за память об одном человеке. Это борьба за будущее страны, за то, чтобы такие преступления никогда больше не повторились. Свидетели, которые решились говорить, рискуют своими жизнями. Но они делают это потому, что понимают, что молчание делает их соучастниками. Архивы хранят документы, которые когда-нибудь будут использованы в суде, когда политическая ситуация изменится, когда международное сообщество наконец обратит внимание на преступления, совершенные режимом Бакиевых. Как вы думаете, почему международное сообщество так медленно реагирует на такие преступления? Почему диктаторы и их приближенные могут находить убежище в демократических странах, в то время как их жертвы остаются без защиты? Может быть, дело в том, что эти преступники владеют информацией, которая ценна для западных спецслужб? Или в том, что они вложили достаточно денег в экономику стран-убежищ, чтобы купить себе защиту? Или просто международная система правосудия настолько несовершенна и политизирована, что не способна справиться с такими случаями? Что нужно изменить в этой системе, чтобы люди вроде Жаныша Бакиева не могли жить спокойной жизнью в Лондоне, в то время как семьи их жертв продолжают страдать и ждать справедливости, которая может никогда не наступить? Представьте себе человека, который 35 лет хранил молчание не из страха за свою жизнь, а из страха за то, что его слова разрушат последние иллюзии о человечности тех, кто стоял у власти. Этот человек был личным водителем Жаныша Бакиева в период с 2007 по 2010 год. Он возил своего хозяина на встречи, которые не значились ни в каких официальных протоколах. Он ждал в машине, пока внутри закрытых помещений решались судьбы людей. Он слышал обрывки разговоров, которые просачивались сквозь приоткрытые двери и окна. Его звали Талант. Ему было 28 лет, когда он получил эту работу, через родственника, который служил в охране президентской администрации. И он считал это большой удачей, возможностью обеспечить свою семью, дать образование детям. Талант был простым человеком, выросшим в горном селе, где понятия чести и верности слову значили больше, чем законы государства. Он верил, что служить власти — это почетная обязанность, что те, кто находится наверху, знают лучше, как управлять страной. Но то, что он увидел и услышал за 3 года работы, разрушило эту веру до основания. 7 августа 2009 года, за день до того, как тело Медета Садыркулова было найдено на дороге к Иссыкулю, Талант вез Жаныша Бакиева навстречу в одно из тех мест, которые не существуют на официальных картах города. Это было старое промышленное здание на окраине Бишкека, которое формально числилось заброшенным, но на самом деле использовалось для встреч, которые должны были остаться в абсолютной тайне. Талант припарковал машину у служебного входа и остался ждать, как обычно. Но в ту ночь что-то пошло не так. Через час после начала встречи из здания вышел человек, которого Талант узнал. Это был специалист, тот самый медик, который отвечал за финальные метки. Специалист нес небольшую сумку-холодильник, какие используют для транспортировки донорских органов. И его руки дрожали так сильно, что он едва мог открыть дверь своей машины. Талант видел его лицо в свете фонаря. Это было лицо человека, который только что пересек черту, за которой нет возврата к нормальной жизни. Через несколько минут вышел сам Жаныш Бакиев. И Талант впервые за все время работы увидел на лице своего хозяина выражение, которое можно было назвать удовлетворением, почти радостью. Жаныш сел в машину, закурил сигару, что он делал только после успешного завершения важных дел, и сказал Таланту: «Поехали домой. Сегодня был хороший день». Талант молчал всю дорогу, но его руки на руле тоже дрожали, потому что он понял, что стал свидетелем чего-то чудовищного, чего-то, что изменит его жизнь навсегда. На следующий день, когда новости сообщили о трагической гибели Медета Садыркулова в автокатастрофе, Талант понял, что хороший день его хозяина был днем смерти человека, которого он знал лично, которого видел в коридорах администрации, с которым здоровался. Талант проработал у Жаныша Бакиева еще 8 месяцев,
до апреля 2010 года, когда режим пал. За эти месяцы он возил своего хозяина еще на несколько таких встреч, и каждый раз после них в новостях появлялись сообщения о несчастных случаях, самоубийствах, исчезновениях. Когда Жаныш бежал из страны, Талант вернулся в свое село, сменил профессию, стал работать простым механиком и 35 лет не рассказывал никому о том, что видел и слышал. Но теперь, когда большинство участников тех событий либо мертвы, либо находятся далеко за границей, когда его собственные дети выросли и уехали из страны, Талант решил, что пришло время говорить. Не ради денег, не ради славы, а потому что молчание стало невыносимым грузом, который давит на его душу каждый день. Сегодня, впервые за 35 лет, Талант расскажет о той ночи 7 августа, о том, что он видел, о разговорах, которые слышал в машине, когда Жаныш Бакиев думал, что водитель — это просто часть интерьера, человек-невидимка, который не имеет ушей и памяти. Водители — это невидимые свидетели истории, люди, которые находятся рядом с властимущими в самые важные моменты, но которых не замечают, не считают за людей, способных думать и запоминать. Жаныш Бакиев разговаривал по телефону в машине, не обращая внимания на то, что Талант слышит каждое слово. Он обсуждал детали операций, называл имена, суммы денег, сроки исполнения. Талант не записывал эти разговоры. У него не было диктофона или камеры. Но у него была хорошая память. Память горца, который привык запоминать маршруты, ориентиры, детали, потому что в горах ошибка памяти может стоить жизни. Он помнит разговор, который состоялся 6 августа 2009 года. За 2 дня до обнаружения тела Садаркулова. Жаныш говорил с кем-то по телефону. Его голос был напряженным, раздраженным. «Я сказал, что хочу это сделать правильно, не просто убрать проблему, а показать пример. Ты понимаешь, что я имею в виду? Нужно, чтобы все увидели, все поняли. Особенно те, кто думает, что может играть в свои игры». Собеседник что-то отвечал. Талант не слышал его слов. Но по реакции Жаныша было ясно, что тот возражал, предлагал более простое решение. Жаныш перебил его. «Нет, я хочу, чтобы это запомнили. Чтобы через 10 лет люди вспоминали и боялись. Сделай так, как я сказал. И принеси мне доказательства. Я хочу видеть своими глазами». Талант помнит, как похолодела его спина, когда он услышал эти слова. Он еще не знал, о ком идет речь, но он понял, что кто-то скоро умрет. И умрет не просто так, а особым образом, который должен был стать уроком для других. Через 2 дня, когда он узнал о смерти Суберкулова, все встало на свои места. Талант помнит еще один разговор, который произошел через неделю после убийства. Жаныш снова говорил по телефону. На этот раз его голос звучал довольно, почти весело. «Посылки доставлены? Хорошо. Я хочу знать их реакцию. Пусть твои люди следят и докладывают. Мне интересно, кто первым побежит паковать чемоданы». Он засмеялся, и этот смех заставил Таланта сжать руль так сильно, что побелели костяшки пальцев. Это был смех человека, который наслаждается чужим страхом, который получает удовольствие от власти над жизнью и смертью других людей. Но самое страшное воспоминание Таланта связано не с разговорами, а с тем, что он увидел собственными глазами. Через месяц после убийства Садаркулова Жаныш Бакиев приказал Таланту отвезти его в одно из своих загородных имений, роскошную резиденцию в горах, которая была построена на деньги, украденные из государственного бюджета. Талант ждал в машине, пока хозяин был внутри, но через некоторое время Жаныш вышел и позвал его. «Иди сюда, помоги занести вещи». Талант вошел в дом и увидел то, что преследует его в кошмарах до сих пор. В одной из комнат, которая была оборудована как личный кабинет Жаныша, на стене висела доска, на которой были прикреплены фотографии людей. Некоторые фотографии были перечеркнуты красным маркером, некоторые обведены в круг, некоторые соединены линиями, как на схеме преступной группировки. Талант узнал многие лица. Это были политики, бизнесмены, журналисты, общественные активисты. Некоторые из этих людей уже были мертвы к тому моменту, их фотографии были перечеркнуты. Другие были еще живы, но их фотографии были обведены красным, что, как понял Талант, означало, что они следующие в очереди. Рядом с доской стоял небольшой сейф, дверца которого была приоткрыта.
Талант случайно заглянул внутрь и увидел несколько небольших стеклянных банок, в которых что-то плавало в прозрачной жидкости. Он не успел рассмотреть, что именно, потому что Жаныш резко захлопнул дверцу сейфа и посмотрел на Таланта взглядом, который не оставлял сомнений. «Ты ничего не видел, если хочешь жить». Талант кивнул, взял коробки, которые нужно было занести, и вышел из комнаты. Но образ тех банок с их содержимым врезался в его память навсегда. Позже, когда он узнал о посылках, которые получили бывшие коллеги Садыркулова, он понял, что видел в том сейфе. Это были трофеи, доказательства выполненной работы, которые Жаныш Бакиев хранил как напоминание о своей власти и безнаказанности. Талант — не единственный водитель, который был свидетелем преступлений режима Бакиевых. Были и другие, те, кто возил других членов клана, других высокопоставленных чиновников, которые участвовали в коррупционных схемах и политических убийствах. Некоторые из этих водителей мертвы. Они умерли при подозрительных обстоятельствах вскоре после падения режима, когда началась зачистка свидетелей. Другие живут в страхе, меняют имена и места жительства, отказываются говорить даже со своими семьями о том, что видели. Но есть и те, кто, как Талант, решил, что пришло время рассказать правду. Один из таких людей — водитель, который работал в службе безопасности и возил офицеров на секретные встречи. Он рассказывает о том, как в ночь с 7 на 8 августа 2009 года он вез группу людей к месту, где был припаркован сгоревший джип Садыркулова. Это было уже после того, как тело было помещено в машину, и она была подожжена во второй раз. Группа должна была убедиться, что все следы операции уничтожены, что место происшествия выглядит как обычная авария. Водитель помнит, как один из офицеров, молодой парень, который явно участвовал в такой операции впервые, вышел из машины, и его вырвало прямо на обочине дороги. Старший офицер отругал его, назвал слабаком. Сказал, что если он не может справиться с такими вещами, ему не место в их команде. Молодой офицер извинился, вытер рот и вернулся к работе. Но водитель видел его лицо. Это было лицо человека, который потерял последние остатки веры в то, что он служит справедливости и закону. Существует один документ, который связывает все нити этой истории воедино, который доказывает прямую причастность Жаныша Бакиева не только к планированию, но и к личному участию в операции по устранению Садыркулова. Этот документ — список, написанный от руки на листе бумаги с личным бланком Жаныша, который был обнаружен в его резиденции после бегства из страны. Список содержит 15 имен, и рядом с каждым именем стоят пометки: «Выполнено», «В процессе», «Отложено». Имя Медета Садыркулова стоит третьим в списке, и рядом с ним красным маркером написано: «Выполнено 8 августа. Специальные метки применены. Материал сохранен». Этот список — не просто доказательство причастности Жаныша к убийству Садыркулова. Это доказательство существования целой системы политических убийств, которая действовала в Киргизии в период правления клана Бакиевых. Из 15 имен в списке 11 человек мертвы. Все они погибли при обстоятельствах, которые официально были признаны несчастными случаями, самоубийствами или результатом криминальных разборок. 4 остались живы, и все они покинули страну сразу после падения режима, отказываясь возвращаться даже для дачи показаний. Этот список был передан в международные правозащитные организации. Он был представлен в качестве доказательства в запросах об экстрадиции Жаныша Бакиева. Но британские власти снова заявили, что подлинность документа не может быть подтверждена, что он мог быть сфабрикован для политических целей. Почерковедческая экспертиза, проведенная независимыми экспертами, подтвердила, что почерк принадлежит Жанышу Бакиеву. Но британский суд не принял это заключение, потому что эксперты не имели доступа к достаточному количеству образцов почерка для сравнения. Это классический пример того, как юридические процедуры могут быть использованы для защиты преступников, как формальные требования к доказательствам становятся непреодолимым барьером для правосудия. Список также содержит информацию о суммах денег, которые были выплачены за выполнение каждой операции. Рядом с именем Садыркулова стоит цифра — $50 000. Это была цена жизни человека, который когда-то был близким соратником президента, который знал все секреты клана, который мог разрушить всю систему власти одним интервью. $50 000
Это меньше, чем стоимость одного из автомобилей в гараже Жаныша Бакиева. Меньше, чем он тратил на одну вечеринку в своих резиденциях. Для него это была незначительная сумма, рутинная статья расходов, как оплата коммунальных услуг или зарплата прислуги. Но для исполнителей это были большие деньги, достаточные, чтобы купить их молчание и лояльность. Деньги были разделены между несколькими людьми, теми, кто непосредственно участвовал в операции, теми, кто обеспечивал прикрытие, теми, кто уничтожал улики. Каждый получил свою долю, каждый стал соучастником преступления, связанным круговой порукой страха и жадности. Финансовые документы, которые были обнаружены после падения режима, показывают, что подобные выплаты производились регулярно, что система политических убийств была поставлена на поток, что для клана Бакиевых это был обычный способ решения проблем, не более сложный и не более значимый, чем подписание очередного государственного контракта или назначение на должность лояльного чиновника. Но деньги — это не единственное, что связывало исполнителей с их хозяевами. Была еще и система компромата, которую Жаныш Бакиев выстроил с особой тщательностью. Каждая операция фиксировалась на видео. Не для того, чтобы создать доказательства против себя, а для того, чтобы иметь рычаги давления на исполнителей. Если кто-то из них решал бы говорить, если кто-то попытался бы выйти из игры или предать клан, эти видеозаписи стали бы доказательством их личной вины, их прямого участия в убийствах. Жаныш понимал, что страх наказания — это мощный инструмент контроля, но страх разоблачения еще сильнее. Исполнители знали, что если они заговорят, их не просто убьют, их сначала выставят как главных виновников, как исполнителей, которые действовали по собственной инициативе, превышая полномочия. Их семьи будут опозорены, их имена станут синонимом предательства и жестокости. Эта система работала безотказно. Никто из исполнителей не решался говорить, даже когда режим пал. Даже когда им предлагали защиту и гарантии безопасности. Они знали, что видеозаписи существуют, что они хранятся где-то в надежном месте, и что Жаныш Бакиев, даже находясь в изгнании, может использовать их в любой момент. Где находятся эти видеозаписи сейчас? Это один из главных вопросов, на который до сих пор нет ответа. После падения режима спецслужбы новой власти провели обыски во всех резиденциях клана Бакиевых. Изъяли компьютеры, жесткие диски, флешки, документы, но видеозаписи операций по политическим убийствам найдены не были. Либо они были уничтожены в последние дни перед бегством, либо они были вывезены из страны вместе с другими ценностями клана. Существует версия, что эти записи хранятся в банковской ячейке в одной из европейских стран, что они являются страховкой Жаныша Бакиева на случай, если кто-то из его бывших подчиненных решит давать показания против него. Если эта версия верна, то записи могут всплыть в любой момент. И тогда не только Жаныш, но и десятки других людей окажутся перед угрозой уголовного преследования. Эта неопределенность держит бывших исполнителей в постоянном напряжении. Они не знают, существуют ли еще эти записи, где они находятся, кто имеет к ним доступ. Они живут в страхе, что однажды утром проснутся и увидят свои лица на экранах телевизоров, в новостных репортажах о раскрытии преступлений режима Бакиевых. Этот страх — последний подарок Жаныша Бакиева своим бывшим подчиненным. Напоминание о том, что даже в изгнании, даже на расстоянии 1000 километров, он все еще контролирует их судьбы. Талант, водитель, который решился говорить, знает, что его показания могут стоить ему жизни. Он знает, что у Жаныша Бакиева все еще есть люди в Киргизии, что длинная рука бывшего хозяина может дотянуться до него даже в его горном селе. Но он также знает, что молчание больше невозможно, что груз этой тайны разрушает его изнутри, что он не сможет спокойно умереть, не рассказав правду. Перед тем, как дать это интервью, Талан записал видеообращение к своим детям, в котором объяснил, почему он решил говорить, что он видел и слышал, и почему считает своим долгом рассказать об этом миру. Он попросил их не судить его за то, что он молчал так долго, за то, что он продолжал работать на человека, о преступлениях которого знал. Он объяснил, что в те годы у него не было выбора, что отказ от работы означал бы смерть для него и опасность для его семьи. Но теперь, когда дети выросли и уехали, когда он сам стал стариком, которому нечего терять, он может позволить себе роскошь говорить правду. Это видеообращение хранится у адвоката с инструкциями передать его семье,
если с талантом что-то случится. Это его последнее послание, его попытка объяснить свой выбор, оправдать свое молчание и искупить свою вину за то, что он был свидетелем зла и не остановил его. История Медета Садыркулова — это не просто история одного убийства. Это история о том, как власть развращает людей, превращает их в чудовищ, способных на невообразимую жестокость. Это история о системе, которая была построена на страхе, жадности и безнаказанности, где человеческая жизнь не имела никакой ценности, где убийство было обычным инструментом политики, не более значимым, чем подпись на документе или телефонный звонок. Жаныш Бакиев был не единственным, кто создавал эту систему, но он был одним из главных ее архитекторов, человеком, который довел искусство политического террора до совершенства, который превратил государственные структуры в инструмент личной мести и обогащения. Его методы были заимствованы из криминального мира, но применялись с размахом и ресурсами государственной машины. Он создал сеть исполнителей, которые были связаны круговой порукой страха и компромата, которые не могли выйти из игры, даже если хотели. Он создал систему, которая работала как часы, где каждый знал свою роль, где не было места сомнениям или совести. И эта система работала, пока не рухнула под тяжестью собственных преступлений, пока народ не восстал против тирании, пока люди не решили, что смерть лучше, чем жизнь в страхе. Но падение режима не означало конца истории. Жаныш Бакиев бежал из страны и нашел убежище в Великобритании, где живет под защитой законов, которые должны защищать невинных, а не укрывать преступников. Он дает интервью, в которых представляет себя жертвой политических репрессий, человеком, которого несправедливо обвиняют в преступлениях, которых он не совершал. Он нанял лучших адвокатов, которые блокируют все попытки добиться его экстрадиции. Он живет комфортной жизнью, в то время как семьи его жертв продолжают страдать, ждать справедливости, которая может никогда не наступить. Это несправедливость, которая ранит глубже, чем само преступление. Потому что она показывает, что в современном мире деньги и связи важнее правды и справедливости. Что преступники могут избежать наказания, если у них достаточно ресурсов, чтобы купить себе защиту. Семья Садыркулова продолжает бороться. Они не сдаются. Они обращаются в международные суды, к правозащитным организациям, к журналистам. Они знают, что их борьба может быть бесконечной, что они могут не дожить до того дня, когда виновные понесут наказание. Но они продолжают, потому что это единственное, что они могут сделать. Единственный способ сохранить память о человеке, которого они любили, и показать миру, что его смерть не была напрасной. Свидетели, которые решились говорить — талант, специалист, санитар Асан, водитель катафалка Бакыт, архивариус, который хранит документы — все они рискуют своими жизнями ради того, чтобы правда вышла на свет. Они не герои. Они обычные люди, которые оказались в экстраординарных обстоятельствах, которые видели то, что не должны были видеть, которые знают то, что делает их опасными для тех, кто все еще имеет власть и деньги. Они говорят не потому, что надеются на награду или признание, а потому что молчание стало невыносимым. Потому что они поняли, что их молчание делает их соучастниками преступлений, которые они осуждают. Их показания — это кусочки мозаики, которые вместе складываются в полную картину того, что произошло в августе 2009 года, как был убит Медет Садыркулов, кто отдавал приказы, кто их исполнял, что случилось с его телом, куда делись отрезанные части, кому были отправлены посылки. Эта картина страшна. Она показывает глубину падения людей, которые были опьянены властью, которые потеряли последние остатки человечности. Но эта картина также дает надежду. Надежду на то, что правда всегда найдет способ выйти на свет. Что преступники не смогут вечно скрываться. Что рано или поздно справедливость восторжествует. Прошло почти 1,5 десятилетия с той августовской ночи 2009 года, когда жизнь Медета Садыркулова оборвалась на дороге к Иссык-Кулю. За эти годы Киргизия пережила еще одну революцию. Сменилось несколько правительств. Страна пыталась найти свой путь к демократии и справедливости. Но дело Садыркулова так и осталось незакрытым. Виновные так и не понесли наказания. Семья так и не получила ответов на свои вопросы. Жаныш Бакиев продолжает жить в Лондоне. Его старший брат Курманбек нашел убежище в Беларуси.
Другие члены клана рассеялись по миру, унося с собой награбленные богатства и тайны своих преступлений. Некоторые из исполнителей операции по устранению Садыркулова мертвы, другие живут в страхе, третьи пытаются забыть прошлое и начать новую жизнь. Но память о Медете Садыркулове жива. Его история стала символом борьбы против тирании, напоминанием о том, какую цену платят те, кто осмеливается говорить правду власти. Что изменилось в Киргизии после падения режима Бакиевых? Стала ли страна более демократичной, более справедливой? Ответ неоднозначен. С одной стороны, люди получили больше свободы, возможность критиковать власть без страха немедленной расправы, право на мирные протесты и свободные выборы. С другой стороны, коррупция никуда не исчезла, она просто приняла другие формы, стала более изощренной и менее заметной. Политические убийства стали редкостью, но запугивание оппозиции продолжается другими методами. Через суды, через налоговые проверки, через контроль над СМИ. Система, которую построил клан Бакиевых, была разрушена. Но фундамент, на котором она стояла — безнаказанность элит, слабость правовых институтов, готовность людей молчать ради безопасности — этот фундамент остался. И пока он существует, всегда есть риск, что новые Бакиевы придут к власти, что история повторится, что новые Садыркуловы заплатят своими жизнями за попытку изменить систему. Семья Садыркулова живет с этой болью каждый день. Его вдова, его дети, его братья и сестры — все они несут бремя потери, усугубленное отсутствием справедливости. Они видели тело, они знают, что официальная версия была ложью, они слышали шепот о посылках и метках, но они не могут доказать ничего в суде, потому что свидетели боятся говорить. Документы исчезли, а те, кто мог бы дать показания, либо мертвы, либо находятся за границей под защитой законов, которые не работают в пользу жертв. Они продолжают бороться, но с каждым годом надежда тускнеет, сила иссякает, вопросы остаются без ответов. Мать Садыркулова унесла свою тайну в могилу. Его дети выросли без отца, его вдова постарела на десятилетия за эти годы ожидания справедливости. Но они не сдаются, потому что сдаться означало бы предать память человека, которого они любили, признать, что его жизнь не имела значения, что его смерть была напрасной. Международное сообщество продолжает игнорировать эту историю. Жаныш Бакиев живет в Лондоне, и британские власти отказываются его выдавать, несмотря на многочисленные запросы киргизского правительства и горы доказательств его причастности к преступлениям. Почему? Официальная версия гласит, что он не получит справедливого суда в Киргизии, что ему угрожает пытка и бесчеловечное обращение. Но многие подозревают, что истинная причина в другом. Что Жаныш Бакиев владеет информацией, которая ценна для западных спецслужб. Что он вложил достаточно денег в британскую экономику, чтобы купить себе защиту. Что его связи в политических и деловых кругах Великобритании достаточно сильны, чтобы блокировать любые попытки привлечь его к ответственности. Это циничная игра, в которой правосудие приносится в жертву политическим и экономическим интересам, где жизни жертв не имеют значения по сравнению с удобством и выгодой тех, кто принимает решения. Но остается вопрос, который не дает покоя всем, кто знает эту историю. Что на самом деле произошло с отрезанными частями тела Садыркулова? Были ли они действительно отправлены в посылках его бывшим коллегам? Или это просто легенда, которая выросла из слухов и страхов? Специалист, который согласился говорить, утверждает, что метки были сохранены и упакованы для отправки. Но он не знает, кому именно они были адресованы и были ли они действительно доставлены. Талант, водитель, видел банки с содержимым в сейфе Жаныша Бакиева, но он не может с уверенностью сказать, что именно там находилось. Люди, которые, по слухам, получили эти посылки, категорически отрицают это. Некоторые из них даже подали в суд на журналистов, которые писали об этом, обвиняя их в клевете. Правда может быть где-то посередине. Возможно, посылки были отправлены, но не всем, кому предназначались. Возможно, некоторые из них были перехвачены или уничтожены. Возможно, вся эта история была преувеличена слухами и страхом. Но даже если посылки были всего лишь легендой, сам факт того, что люди верили в их существование, что они боялись их получить,
показывает, насколько эффективной была система террора, построенная Жанышем Бакиевым. Страх не нуждается в реальных доказательствах. Он питается слухами и воображением. Он растет в темноте и молчании. Может быть, мы никогда не узнаем всей правды о том, что произошло с Медетом Садыркуловым в те последние часы его жизни. Может быть, некоторые тайны так и останутся похороненными вместе с теми, кто их знал. Может быть, Жаныш Бакиев умрет в своей лондонской резиденции, так и не представ перед судом, так и не ответив за свои преступления. Может быть, справедливость в этом мире недостижима, и все, что остается жертвам и их семьям, — это память, боль и бесконечное ожидание. Но даже если это так, даже если правосудие никогда не восторжествует в юридическом смысле, история Садыркулова не будет забыта. Она будет жить в памяти народа, она будет передаваться из поколения в поколение. Она будет напоминанием о том, какую цену платят те, кто борется за правду, и о том, как важно не молчать, не закрывать глаза, не становиться соучастниками зла своим безразличием. Свидетели, которые решились говорить, сделали свой выбор. Они знают, что их показания могут не привести к немедленным результатам, что виновные могут остаться безнаказанными, что их собственные жизни могут оказаться под угрозой. Но они говорят, потому что верят, что правда имеет ценность сама по себе, независимо от того, приведет ли она к справедливости. Они говорят, потому что хотят, чтобы их дети и внуки знали, что они не были соучастниками, что они не молчали, когда пришло время говорить. Они говорят, потому что надеются, что когда-нибудь, может быть, через десятилетия, их показания будут использованы, что история вынесет свой приговор, даже если человеческие суды оказались бессильны. Это их вклад в борьбу за справедливость, их попытка искупить годы молчания, их послание будущим поколениям. Не бойтесь говорить правду, даже если это опасно, даже если это кажется бессмысленным, потому что молчание — это соучастие, а соучастие — это предательство всего человеческого в нас. Уважаемые зрители, если вы досмотрели эту трагическую историю до конца, напишите в комментариях, из какого вы города. Нам важно знать, где Медета Садыркулова еще помнят. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить правду об идолах истории.